В Ухте 18-летняя девушка чуть не утонула в реке, но ее спас пес по кличке Серебристый. Все произошло в минувшие выходные. Тонущую ухтинку заметил четвероногий спасатель, после чего обратил на нее внимание своей хозяйки. Та поспешила на помощь к девушке и вызвала подмогу. В итоге пострадавшую извлекли из ледяной воды. Примечательно, что сам пес в свое время тоже был спасен. История со счастливым концом у Виктории Науменко. 2 года назад пса по кличке Серебристый спасли люди. Теперь он сам спас человека. Если бы он не привлек внимание к тонущей, ее бы просто не заметили в 5 утра в безлюдном месте. Вот он герой, пес по кличке Серебристый. У своей хозяйки Оксаны он живет уже 2 года. Что такое горе и лишение, он знает сполна. Когда-то женщина подобрала его на улице с огромной раной на голове. У собаки был почти снят скальп. И хозяйка даже подумать не могла, что на месте былой травмы когда-нибудь восстановится шерсть. Он прям по городу бежал, скулил. Ну вот, мы его взяли, позвонили в добрый город, они никогда нам не отказывали ни в чем. Значит, все, мы начали возить на перевязки. Месяц целый был в приюте, ухаживали за ним интенсивно, потому что он был полностью без скальпа. Возили на перевязки, обрабатывали, делали уколы, антибиотики. Все, выходили парня, и я решила его оставить себе. Ту страшную рану собаки нанесли именно люди. Сомнения в этом практически нет, делится хозяйка. Но пес, тем не менее, не озлобился. Лучший друг человека таковым и остался. Именно он ранним субботним утром первым увидел тонущую в речке девушку. После чего поспешил на помощь. Произошло все здесь, на безлюдном берегу реки, в районе монумента «Вечный огонь». В то субботнее утро Оксана поначалу не собиралась выгуливать Серебристого в этом месте. Но ее словно что-то подтолкнуло, вспоминает женщина. Вот с той стороны мы шли с собачкой, прогуливаясь. И на какое-то время я отстегнула поводок, чтобы он побегал. Смотрю, глядываюсь, его нигде нет. Я зову: Серебристый, Серебристый. Слышу вой, сильнейший прям вой. Я на какое-то мгновение испугалась, думала, волки, что ли. Пошла искать. Смотрю, нигде нет. Спускаюсь ниже, смотрю, он стоит на берегу и смотрит в сторону реки и воет. Я не могу понять, что случилось. Смотрю, девушка и кричит. Она на какое-то мгновение, не кричала, а потом опять начинала громко кричать, пронзительно прям так. Девушка была вся синяя и едва держалась за льдину. Женщина тут же побежала к соседним домам за помощью, ведь мобильного телефона под рукой, как назло, не оказалось. Несмотря на раннее утро, жильцы оперативно откликнулись. Выбежали, стали бросать тонущие палки и поддоны с ближайшей стройки. Так дождались приезда спецслужб. Девушка была в состоянии алкогольного опьянения. Сначала она заявляла, что там она искала молодого человека, потом от своих слов она отказалась. По камерам видеонаблюдения в районе Вечного огня мы в это время зафиксировали, что молодой человек находился вот именно перед этим в состоянии опьянения, видно, прислонившись к огню. То есть молодые люди, соответственно, перебрали алкоголь, и дальше у них начались приключения. Девушку в итоге доставили в Ухтинскую больницу. К счастью, обошлось без серьезных последствий, потому от госпитализации она впоследствии отказалась. Не особо интересовалась она и тем, кому обязана своим счастливым спасением. Впрочем, благодарные речи пес Серебристый все же получил сполна, ведь теперь он герой на всю республику. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.